Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение, уважаемые телезрители. В этой жизни есть событие, которое ждет каждого из нас. И это событие именуется словом «смерть». Мы можем спорить о том, что случится после смерти. Можем строить догадки и планы относительно того, что будет до ее прихода. Но сама смерть неизбежно придет каждому. Это единственное гарантированное событие, которое мы имеем. Поэтому не случайно, что люди задумываются над смыслом смерти. Они хотят понять, почему эта смерть случается в жизни каждого из нас. Особенно подобного рода вопросы возникают, когда мы видим смерть воочию, когда случаются события в Норд-Осте, когда мы вспоминаем трагедию Хиросимы и Нагасаки, когда мы видим, как погибают люди, мы задаемся этим вопросом: почему Всевышний допускает гибель людей? Почему Он создал жизнь, где возможна смерть? Мы задаемся такого рода вопросами, потому что воспринимаем смерть как абсолютное зло. Любая оценка, в том числе и это, всегда субъективна. Мы навешиваем наши ярлыки на те или иные события, считая их хорошими и плохими, лишь потому, что не имеем возможности увидеть всю картину в целом. Когда человека увольняют с работы, он это воспринимает в тот момент как некое зло, как некую трагедию, случившуюся в его жизни. Однако, если после этого он устроится на более благоприятную работу, с большими возможностями, то тогда, оглядываясь назад, он понимает, что его увольнение было не трагедией, а было великой удачей, случившейся в его карьерном пути. Точно так же, если бы мы имели возможность посмотреть на смерть отстраненно, в рамках, выйдя за рамки той ситуации, в которой мы живем, то, конечно же, возможно, наше отношение к этому событию бы изменилось. Однако такое философское отношение к смерти возможно лишь тогда, когда она нас не касается, когда это событие нечто отвлеченное, не имеющее к нам никакого отношения. Но стоит смерти пройти рядом с нами, стоит смерти своим холодным дыханием подышать нам в затылок, как мы уже не можем смотреть на это событие чисто философски. Но что происходит в этот момент? Что происходит в тот момент, когда человек чувствует смерть рядом с собой? Многие люди попадают в автомобильную катастрофу, и они находятся на волоске, их жизнь находится на волоске, смерть их держит за горло. Что происходит в этот момент? В этот момент человек начинает переоценивать всю свою жизнь. Он смотрит на свою жизнь совершенно иначе. Он понимает, что в нем главное, а что второстепенное, на что не стоит обращать внимание. Лично я знаю пример человека, который после автомобильной аварии впервые в жизни подарил своей супруге цветы. Лишь потому, что он понял, что его жизнь в любой момент может оборваться. Что он понял, что рядом с ним есть близкий человек, которому он не выразил все свое тепло, не выразил все свои чувства. И именно смерть, точнее смерть, когда прошла рядом с ним, она обнажила все те ценности, которые жили в нем внутри. И она помогла ему осознать то самое ценное, ради чего он пришел, ради чего он живет. Он понял, насколько семья для него значима. Подобные примеры наверняка есть в жизни каждого из нас. Поэтому не случайно благословенный пророк Мухаммад очень часто советовал своим сподвижникам почаще вспоминать смерть, ибо благодаря смерти мы начинаем ценить главные, фундаментальные вещи в нашей жизни. Можно сказать больше, благодаря жизни появляется сама жизнь. Именно смерть, как это ни парадоксально, вдыхает в жизнь в нас. Смерть — это начало жизни. Смерть задает ту рамку, внутри которой только и возможна жизнь. Представьте себе мир без смерти, без болезней. Что будет тогда, когда люди перестанут умирать вообще? Не нужно никуда торопиться, не нужно никуда спешить. Все равно ведь мы не умрем, мы не будем болеть. Люди превратятся в ленивцев
ничего не желающих, ни к чему не стремящихся. Жизнь остановится полностью. Сегодня мы с вами восхищаемся произведениями искусства. Нас вдохновляет музыка, книги, вдохновляют хорошие фильмы. Мы спешим навстречу с близкими, с друзьями. Мы торопимся сделать что-то в этой жизни. Почему? Потому что смерть висит над нами. Потому что песочные часы уже перевернуты. Механизм времени ведет обратный счет. И мы все понимаем, что нам нужно торопиться, что в этой жизни нужно много успеть, нужно что-то сделать, нужно сказать хорошие, теплые слова близким людям, нужно оставить что-то хорошее после себя в этой жизни. Почему? Потому что в затылок нам дышит смерть. Она заставляет нас двигаться, она заставляет нас торопиться и вершить те великие свершения, которыми мы гордимся, которые и двигают эту жизнь, и которые составляют радость этой жизни. Поэтому, отвечая на вопрос, поставленный в начале программы, хочется сказать, что именно благодаря смерти мы с вами наполняем нашу жизнь дыханием. Наша жизнь становится полноценной. И в этом, несомненно, есть мудрость Творца, который все так устроил для того, чтобы мы с вами имели возможность жить полной жизнью. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.